Алексей, вы сегодня встречались со своим подзащитным Эдемом Бекировым. Расскажите о состоянии его здоровья. Значит, да, действительно, я сегодня посетил его в следственном изоляторе Симферополя. Но не будучи специалистом, да, врачом, у меня сложилось ощущение, что его состояние близко к критическому. У него обострились серьезные заболевания, то есть и по кардиологии аритмия сердца, и уровень сахара зашкаливает в связи с тем, что, собственно, у него там неадекватное питание. И ряд других болезней, там, повышенное давление, судороги и так далее и тому подобное. Хочу сказать, что до сегодняшнего момента Эдем Бекиров не получает не то что надлежащего лечения, он еще не обследован надлежащим образом. С декабря он содержится в следственном изоляторе. Защита постоянно требует, просит, ходатайствует у всех органов, во всей инстанции о том, что ему необходимо провести обследование специалистами, рядом специалистов. Однако по факту проводится формальное обследование эндокринологом и кардиологом, и он остается в следственном изоляторе. Вот насколько я знаю, были определенные договоренности вот вчера между полномоченным по правам человека в Российской Федерации и полномоченным по правам человека в Украине о том, что в том числе и в отношении Эдема Бекирова будет проведено надлежащее обследование независимыми специалистами, причем всеми специалистами, как того, собственно, уже неоднократно требует Европейский суд по правам человека. Я очень надеюсь, что так будет. Однако до сегодняшнего момента одни слова, к сожалению. А состояние, физическое состояние Эдема Бекирова ухудшается, я бы сказал, с каждым днем. Вот сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о том, что, цитирую, она сказала, хотела бы, чтобы решение о переводе Эдема Бекирова под домашний арест все-таки было принято. Вот как вы это расцениваете? Можно ли ожидать то, что в следующем суде по политзаключенному Эдему Бекирову его переведут под домашний арест, поменяют меру пресечения? Такие высказывания со стороны любого общественного лидера, либо чиновника расцениваю крайне положительно. Более того, защита планирует в ближайшее время направить госпоже Москальковой запрос о том, готова ли, и просить, чтобы она ходатайствовала перед судом, а в настоящий момент дело Эдема Бекирова уже направлено в Центральный районный суд города Симферополя, чтобы она ходатайствовала перед судом о изменении меры пресечения со стражи на домашний арест, чтобы уже были какие-то не просто слова, а какие-то конкретные действия, то есть обозначение своей позиции. Спасибо большое. Это был Алексей Ладин, адвокат политического заключенного Эдема Бекирова, с нами на прямой связи.